Правительство Северной Осетии готово к Новому году. На очередном заседании под председательством премьер-министра Сергея Токоева было принято решение о внесении поправок в законопроект о республиканском бюджете. Доход в казну на будущий год увеличится на 348 миллионов рублей, при этом республиканский бюджет по-прежнему в дефиците. Также одобрение членов правительства республики получили поправки в законопроект о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Кроме этого, на заседании рассмотрели инициативу о признании утратившим силу распоряжения Совета министров Северо-Осетинской АССР 1992 года. Пожарная безопасность объектов, на которых будут проходить массовые мероприятия, обеспечена на 70%. Всего таких объектов по республике около 400. Среди них детские сады, школы, театры, библиотеки, кафе и другие учреждения. Об этом журналистам рассказал начальник управления МЧС по надзорной деятельности Сергей Кравченко. На сегодняшний день прошли проверку порядка 300 организаций. Кроме того, за нарушение пожарной безопасности к административной ответственности уже привлечены 70 лиц. Что касается продажи пиротехнических изделий, в республике действуют 4 официальных объекта, которые реализуют сертифицированный товар. В ближайшее время будет проведен рейд по выявлению незаконной пиротехники. Во время новогодних детских утренников на дежурство выйдут более 400 пожарных и 84 единицы техники. По данным МЧС, в этом году случилось 294 пожара, где погибло 3 человека. «Волшебный мир театра» – такое название получила новая программа культурного развития, разработанная Министерством образования и науки Северной Осетии. При поддержке Республиканского театра оперы и балета в 8-й школе Беслана прошел первый интерактивный урок музыки под руководством Ларисы Гергиевой. Школьники окунулись в эпоху 17 века, когда опера только зарождалась в Италии, и узнали многое о великих композиторах разных стран. В режиме реального времени учащиеся школы, а также преподаватели смогли увидеть выступление одной из самых известных балерин мира – Ульяны Лопаткиной. Такие мероприятия планируется проводить по всей республике. В 2015 году проект музыкального просвещения будет работать по расширенной программе. Это дает возможность приобщаться к высокой культуре через Мариинский театр, через солистов нашего театра оперы и балета, который фактически выполняет функцию воспитания духовно-нравственного состояния наших детей. Амбулатория на колесах снова отправилась в путь. На этот раз студенты медакадемии отправились в Иран. Всего в команде 17 специалистов – лор, кардиолог, педиатр, стоматологи и другие. За год работы амбулатория пополнилась новым оборудованием, появился аппарат ЭКГ. Уникальный проект, аналогов которому нет в стране, всего год назад получил высокую оценку на форуме Машук. Недавно представили его и в Москве. Проект «Амбулатория на колесах» представляет собой бригаду студентов, специалистов старших курсов, а также интернов-ординаторов и молодых врачей, которые выезжают в отдаленные районы республики для проведения диагностических процедур, раздачи препаратов первой необходимости, обследований пациентов, а также мы выдаем направления в районы, центральные районные больницы и больницы города. Сделать первые шаги в мире программирования североостинским школьникам помогли специалисты Центра информационных технологий. В рамках всемирной акции «Час кода» в бизнес-инкубаторе прошли курсы начальной подготовки. В игровой форме ребят учили не писать коды, а скорее понимать, как они работают. Подобные занятия проходят раз в год во многих странах. В течение недели азам программирования может научиться любой желающий. В этом году в акции приняли участие свыше полумиллиона россиян. «Час кода» призван доказать, что программирование – это на самом деле проще, чем кажется. Никита Васильев дал первый сольный концерт во Владикавказе. Вместе с московской группой «Суфле» известный музыкант весь вечер радовал меломанов живой музыкой. Репертуар подобран так, что зрители могли и попеть, и потанцевать. Для людей с ограниченными возможностями был сделан сюрприз. Билеты на концерт они получили от Никиты в подарок. Как признается певец, исполнять авторские песни сложнее, каждую нужно прочувствовать и вложить душу. Концерт прошел на бис. Я просто безумно счастлив и рад, что все-таки этот концерт состоялся. Я долгое время не делал концерт, были предложения сделать концерт, но не было возможности сделать это красиво, качественно. Вот. И я рад, что я оттягивал этот момент до того самого дня, чтобы сделать это действительно вот так вот, как это было сегодня. И я очень рад, что это состоялось.
В IT-парке Алания появилась возможность прикоснуться к латиноамериканской культуре. Теперь любой желающий может научиться танцевать. Темпераментный хореограф-итальянец обучает сальсе и бачате. Эти танцы любят во всем мире, и теперь резиденты IT-парка и обычные горожане могут овладеть этим экспрессивным искусством. Мой друг Эльвира пригласила меня в гости. Я здесь уже был, и мне очень понравилось. Здесь поражает гостеприимство, и я с удовольствием приехал второй раз. Тем более Эльвира попросила меня помочь со школой. Я занимаюсь танцами более 12 лет. Умники и умницы со всей Северной Осетии приняли участие в финальном этапе регионального чемпионата игры «Что, где, когда». В интеллектуальных поединках сражались 24 команды, в составе которых школьники, студенты и работники различных отраслей. С каждым годом популярность игры растет, участники с большим интересом посещают различные интеллектуальные мероприятия, такие как Brain Ring и «Своя игра». Это развивает смекалку и оперативное мышление. Победители сезона получат грамоты, медали и сувениры на память. Эта игра помогает людям немного стать умнее. Потом это командная игра, поэтому люди учатся работать в команде, поддерживать друг друга, развивать лидерские свои качества, потому что надо бывает иногда настоять на какой-то версии, потому что она может быть правильной, но другим так не кажется. И важен-то в конечном итоге результат, а не то, что потом ты скажешь, что я знал, но мы просто не ответили. Надо добиваться результата и стараться выиграть в эту игру, помимо того, чтобы просто получать от нее удовольствие. Thank you.